В Коми определили земли под программу «Арктический гектар». Перечень бесплатных участков и условия получения представлены в законопроекте, с которым уже ознакомились парламентарии республики. Предполагается, что программа начнет работать 1 августа, а потому региональный закон будет принят на внеочередном заседании Госсовета. Жители наших арктических территорий уже интересуются бесплатной землей. Это больше 4000 гектаров в Усть-Цилимском районе, Воркуте, Усинске и Инте. Ольга Коняева узнала, как можно использовать арктические земли. В федеральный закон о дальневосточном гектаре внесены изменения. Программа теперь включает и арктическую зону. Очередь за регионами. Субъекты должны утвердить перечень территорий под бесплатные гектары. Программа стартует 1 августа. Сначала для жителей городов и районов арктической зоны. У нас это Инта, Воркута, Усинск и Усть-Цилимский район. Брать участок можно не только в своем муниципалитете и не обязательно весь гектар. А с 1 февраля претендовать на земли в Арктике смогут уже все россияне. Будет такой программный ресурс по аналогии с дальневосточным гектаром. Он будет сформирован Росреестром на основе публичной кадастровой карты, на котором можно будет зайти, увидеть территории, где можно получить арктический гектар, самому непосредственно нанести контуры земельного участка, и автоматически заявка будет направлена в тот орган, который непосредственно распоряжается данным земельным участком. В нашем случае в основном это будут, конечно, администрации муниципальных образований. В Коми определили 4261 бесплатный арктический гектар. Львиная их доля в Усть-Цилимском районе. Рядом с селом Трусово, поселками Новый Бор и Медвежка, деревнями Бык и Филиппово. В Воркуте более 5 сотен, в Усинске 109. Меньше всего бесплатных участков в Инте, всего 37 гектаров. В перечень территорий не вошли зоны с особыми условиями использования. С учетом той практики, которая сложилась на Дальнем Востоке, здесь начинали с того, чтобы все-таки все зоны, которые нельзя рассматривать, которые имеют либо оборонное, стратегическое значение, либо это связано с государственным лесным фондом и вплоть до защитных лесов, по максимуму они были сразу изначально исключены, и дальше уже муниципалитеты предлагали те участки, те территории, где, в общем-то, и гражданам, жителям будет гораздо удобнее до них и добираться, они в лучшей транспортной доступности, и где, в общем-то, можно самые разные виды деятельности осуществлять. Интерес к арктическим гектарам у жителей есть, отмечают муниципалы. Конечно, тут есть своя специфика, но и использовать их можно по-разному. Индивидуальное жилищное строительство, производство, сельское хозяйство, туризм, например, охота и рыбалка. Как применить свой гектар, решит пользователь, конечно, в рамках разрешенного законодательством. При надлежащем использовании участок передадут в собственность. Изучив законопроект, депутаты Госсовета Коми предложили расширить перечень бесплатных земель. Мы помним, что было сельское хозяйство и в Воркуте, и в Инте, и в Усинске. Сегодня эти земли, так как использовались раньше, не используются. Но эти земли есть, они в свое время были освоены, и их тоже можно использовать. Они пока здесь, в этом перечне, не представлены. Вот я думаю, что по этому направлению можно будет идти. И еще посмотреть территории, прилегающие, не сами территории ликвидированных поселков, а прилегающие к ним территории, потому что там все равно есть дороги, есть некая остатки инфраструктуры. Предполагается, что парламентарии примут закон 15 июля на внеочередной сессии, а в процессе действия программы возможны изменения, когда станет понятно, какие еще арктические гектары можно и нужно вовлечь в хозяйственный оборот. Ольга Коняева, Олег Остромин, телеканал Юрган.